Президент во время своего визита в Венгрию принял участие в открытии сквера имени Чингиза Айтматова в Будапеште. Глава государства отметил, что это является радостным и значимым событием для народа Кыргызстана. Там же он встретился и побеседовал с соотечественниками и посетил представительство Тюркского совета в Будапеште, где осмотрел здание представительства ССТГ, а также посетил фотовыставку, посвященную творчеству Чингиза Айтматова. Шабдан Бактыбеков еще со школы хотел учиться за границей, получить высшее образование, перенять опыт у специалистов своего профиля, которые успешно реализовались в профессиональной сфере. Цель студента. Услышав новость о договоре между Кыргызстаном и Венгрией об увеличении квоты для кыргызстанских студентов, Шабдан очень обрадовался и уже собирается подать заявку. На сегодняшний день я очень сильно изучаю английский язык и немецкий языки, потому что в Европе это как бы приоритет считается. Ну и, конечно же, хочу поступить на направление международные отношения, что очень сегодня актуально. И в дальнейшем, я думаю, если у меня получится в Венгрии отучиться, и в дальнейшем думаю, что у меня получится работать в этой сфере. Венгрия всегда считается и по сей день, она известна своим эталоном образования. Венгрия очень много вкладывает в образование своих граждан, и очень радует то, что Венгрия сейчас делится своим опытом с нами. В ходе официального визита главы государства в Венгрию членами делегации двух стран был подписан ряд документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. По итогам двусторонних переговоров Сооронбай Жээнбеков и Виктор Орбан подписали договор о двукратном увеличении квот в венгерских вузах для кыргызстанских студентов. Венгрия тарапка ушу биздин студенттер үчүн бюджеттик орундарды 150 орунга жеткен үчүн көбөйткөндүгү үчүн терең ыраазычтык билдиребиз. Отметим, что поначалу было выделено 25 мест. Потом, в ходе официального визита Виктора Орбана в Кыргызстан, он заявил, что количество квот будет увеличено. В последующем повысилось до 75. В этом году по договору количество бюджетных мест для кыргызстанских студентов было увеличено с 75 до 150. Этот протокол, он откроет больше возможностей для наших граждан для обучения в вузах Венгрии по хорошим специальностям. Между прочим, специальности и направления кандидаты выбирают сами. Они, когда подают нам заявки в венгерскую сторону, когда они подают заявки в онлайн-системе, они сами выбирают два выбора, указывают желаемый вуз и специальность. Эксперты отмечают только плюсы образования за рубежом. Это и высокий уровень подготовки, и доступные стажировки, отличные карьерные перспективы. Целостный опыт, полученный за время жизни и учебы за границей, обычно оказывает большое влияние на личность студента. Широта взглядов, открытость всему новому, уважение к окружающим, позитивное отношение к жизни – это лишь немногие важные в современном мире качества, которые прививает жизнь за рубежом. Я бы приветствовал обмен опытом, особенно когда наши студенты обучаются в Венгрии, потому что Венгрия, это мы знаем, что из постсоциалистических стран Венгрии и Чехии очень хорошая система образования. То есть они интегрировались с европейским сообществом. У них болонская система, профессиональное образование, например, профориентационное образование или же обучение по выбору. В этом отношении они ушли вперед. Данное соглашение вступит в силу уже в ближайшие сроки, и любой желающий получить образование в дружественной нам стране имеет больше шансов поступить в вузы европейского государства. Мерим Асаналиева, Акмыр Нурдинова, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек.